Понедельник, 5 мая 2025 года в Башкортостане, 9 часов утра. И самое время начать новую трудовую неделю на канале «Аспекты Башкортостан». Позади первомайские праздники, выходные. Целых 4, получается, выходных дня было в Башкортостане. Мы с вами не виделись, к счастью, не так долго, всего 3 дня, поскольку 1 мая у нас эфир состоялся. Но самое время, как говорится, так или иначе, войти в график обратно, хотя, судя по всему, ненадолго, потому что, опять же, после первомайских праздников есть еще и праздник 9 мая, День Великой Победы, который так или иначе будет отмечаться в стране и в мире, правда, не 9, а 8 мая преимущественно. А мы, конечно же, о нем так или иначе будем вспоминать, в том числе и сегодня в нашем эфире. Поэтому вы, друзья, как всегда, будьте активными участниками нашей встречи. Только так наши встречи получаются наиболее интересными для вас самих и для прочей аудитории, которая нас смотрит преимущественно в записи. Потому что все-таки в прямом эфире смотреть, наверное, получается далеко не у всех, кто, может быть, хотел бы даже это делать в прямом эфире. Но по разным обстоятельствам все-таки это происходит иначе. Доброго утра желают наши зрители, те, кто это делают всегда. Первыми Кеплер, Стобавовна, Ильнара, Руслан, Клара Целкина. А выше пользователь «Ведомости» задавался вопросом и сообщал нам, что вчера в Абзириловском районе прошло закрытое совещание, якобы. Представители администрации из Уфы собрали глав сельсоветов и агитировали за разработку Кыргызстау. Народ против, волнуется. А что вам известно? Конкретно про это ничего не известно. Я информацию искал, например, в главном чате защитников Кыргызстау «Сохраним Кыргызстау», так и называется. Там, по крайней мере, в последней его части, перед уходом на ночь, скажем так, ничего на эту тему не обнаружил. Возможно, эта информация еще полузакрытая, что ли. Если там собирали председателей сельсоветов, то есть вероятность, что огласки просили не придавать произошедшее и действовать, скажем так, тайно. То, что стало об этом известным, может свидетельствовать о том, что среди председателей сельсоветов есть люди вменяемые, которые против самой разработки и, скорее всего, не готовы идти на поводу у тех, кто их собирал. Это одна из версий. Другая версия, возможно, ничего и не было, лишь поползли слухи, потому что когда люди напряжены, обеспокоены, они, в общем-то, склонны иногда преувеличивать, а иногда и даже выдумывать, скажем так, некие обстоятельства, которые усиливают ту картину мира, которая сейчас в данный момент их беспокоит. В любом случае, я думаю, что мы узнаем правду рано или поздно. Может быть, даже уже в ходе эфира кто-то нам сообщит доказательства того, было там что-то или не было. Но к теме мы это еще сегодня вернемся. Начнем, как обычно, с новостей по итогам вчерашнего дня. Телеграм-канала «Эхо Новости». Давайте посмотрим, что вчера писали коллеги. 1 человек погиб и 3 пострадали при российском обстреле Днепропетровской области, сообщил глава областной администрации Лысак. Кроме того, в результате авиаударов пострадали 3 женщины в Купянске, Харьковской области, рассказали в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям. По данным ведомства, загорелись 4 частных дома. Московская полиция перед Днем Победы потребовала от горожан отказаться от использования пиротехники и запуска беспилотников. В сообщении ведомства, которое цитирует ТАСС, такая необходимость связывается с участившимися случаями провокаций. О чем именно идет речь, при этом не уточняется.
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо и президент Сербии Александр Вучич все же приедут в Москву на Парад Победы, несмотря на проблемы со здоровьем. О том, что прежние планы остаются в силе, заявил сам Фицо, а также сербский министр финансов Мали. В Кремле сообщили, что в общей сложности ожидают визита 20 зарубежных лидеров. Во Владивостоке провели парад с участием младшеклассников. Об этом отчитался глава Приморья Кожемяка. По его словам, в параде «Правнуки Победы» приняли участие больше 1500 школьников. Также на парад пригласили детей из КНДР, поскольку, по словам губернатора, северокорейские военные принимали активное участие в разгроме украинских боевиков. Дональд Трамп не собирается идти на третий срок. Об отсутствии таких планов президент США рассказал в интервью NBC. По словам действующего главы Белого дома, после окончания полномочий он хочет передать дела великому республиканцу. Среди возможных преемников Трамп назвал госсекретаря Марко Рубио и вице-президента Венса. Больше 10 авиакомпаний объявили, что приостанавливают полеты в Израиль после ракетного удара хуситов по аэропорту Бен-Гурион. Об отмене рейсов, среди прочего, сообщили Ryanair, Wizz Air, Air France и группа Люфтганза. По последним данным, при попадании ракеты по территории аэропорта пострадали 7 человек. Индия перекрыла для Пакистана воду в одном из притоков Инда. Как сообщает источник агентства PTI, плотина Баглихар на реке Ченаб теперь закрыта, и то же самое власти собираются сделать на плотине Кишанганга на реке Джелам. В Пакистане ранее заявляли, что такие шаги соседа несут угрозу их сельскому хозяйству. Таковы были новости по итогам вчерашнего дня, по итогам воскресенья в телеграм-канале «Эхо Новости». Ну что ж, как говорится, Трамп, который заявляет о том, что не планирует идти на третий срок, в этом смысле озвучил обнадеживающую информацию. Вот, но, опять же, мы должны делить, наверное, на двое, а то и на трое, а то и в 5, и в 10 раз высказывания этого человека, поскольку даже за те 100 с небольшим дней, сколько он возглавляет американскую администрацию, он уже успел озвучить множество противоречивых тезисов по самым разным вопросам. Прежде всего по нашему главному вопросу, который волнует больше всего, а именно война в Украине, которую он, в свою очередь, обещал сначала закончить в течение суток, а потом все-таки переориентировался на 100 дней. Но и 100 дней ситуацию, как мы видим, не изменили, да практически и не сдвинули даже ее с мертвой точки. То, что возникли или восстановились, если хотите, контакты между США и Россией и администрациями этих стран, это еще ничего не значит. Это отдельно, скажем так, да, мухи отдельно, котлеты отдельно. Мы должны это с вами понимать. Вот. Ну, а Азат уже пишет, как нам информация о возможной атаке на Парад Победы в МСК. Ну, а что здесь такого нового, скажем так? Очевидно, что такого рода мероприятия всегда могли быть и были наверняка целями противника. И для них это вопрос, я не знаю, имиджа, психологической поддержки самих себя, попытаться что-нибудь такое сорвать. Вот. Поэтому удивительным это не является. Другое дело, что, скорее всего, уж такие-то мероприятия защитить смогут, наверное. Смею точнее предположить, зная все-таки возможности, которые есть у российской стороны во всей этой истории. Вообще, конечно, печалит сама по себе возможность такого рода происшествий, о том, что мы вообще говорить можем об этом вот уже сейчас, да, допускать такое. Это само по себе возмутительно, мне кажется, не с точки зрения того, что ай-яй-яй, как вы такое можете говорить, нет, а с точки зрения того, что это возможно в принципе. То есть мы дожили до таких времен, когда на полном серьезе допускаем возможность такого рода происшествий. Если еще несколько лет назад даже представить себе такого не могли, просто не было сил, средств и отдельно взятых людей, которые хотели бы
напакостить во время парада Победы в Москве на Красной площади. Ну, потому что более или менее все во всем мире относились к этому с уважением, с почетом, и приезжали туда представители не только несчастных 20 или меньше государств, которые зависимы от Кремля в финансовом смысле, а приезжали самодостаточные мировые лидеры, выстраивались в колонну, в ряд, в шеренгу, если хотите, и места им там не хватало. И они выстраивались рядом с действующим хозяином Кремля, и не было это зазорным, это было нормальным, поскольку считался и он, и весь его режим, тогда еще не режим даже, да, а форма правления рукопожатными. Но нужно было все испоганить, все испортить, и это успешно удалось этому самому человеку и его прихвостням. Вот. Зато люди дерутся на вокзалах возле поезда Победы, бьют друг друга за тарелку гречневой каши, пишут нам ведомости. И мы, да, видели такого рода ролики. Правда, не из Уфы, вроде бы. Но какая разница? Люди-то у нас плюс-минус по стране одинаковые. Откуда такое одичание, спрашивает наш подписчик. Или это бедность и голод? В Янауле подрались. Пострадал ребенок, сообщает нам подписчик. Неужели в Янауле такое все-таки было? Опять же, до меня не доходило подобное подтверждение, но не удивлюсь. Не удивлюсь. А на вопрос, откуда такое одичание, ну тут уж как вот на это ответить? В принципе, демонстрирует нравы. Скорее всего, люди не так голодны все-таки, да, чтобы драться реально за тарелку гречневой каши. Люди хотят быть причастными к чему-то важному, к чему-то великому, и считают, что вот это вот великое и важное, оно в недостаточном количестве существует, чтобы обеспечить прикосновение к этому всех желающих. И поэтому важно ближнего своего оттолкнуть, при необходимости физически избить, лишь бы самому это дело досталось. Ну, опять же, давайте смотреть правде в глаза. Если государство показывает пример, что ради собственных интересов можно пренебречь здоровьем, безопасностью и жизнью буквально своих соседей, то обычные жители, наверное, эту модель поведения копируют и воспроизводят в собственной жизни. То есть они понимают, что соседа можно оттолкнуть, вышвырнуть, избить, а может быть даже убить, ради чего угодно, а в данном случае прикоснуться к фронтовой так называемой каше, это же святое, это же значит стать частью победы, это значит почувствовать себя одним из тех, кто причастен к этому великому событию. Вот как-то так, наверное, это работает психологически. Вот и люди готовы ради вот этой причастности идти на самые ужасные поступки. Все-таки, еще раз, да, предполагаю, что речь не о голоде в данном случае. Смотрите-ка, вы пишете, что было и в Янауле. Я, в общем, обращаюсь тогда сразу к своему коллеге, отвечающему за видео, найти это видео, связанное с Янаулом, и опубликовать его у нас на канале. Это действительно важно. Вот. Ну, а мы дальше идем, точнее, переходим к новостям Башкортостана разного плана, в том числе, может быть, не самым важным. К Крыктатау доберемся постепенно. Коммерсант в минувшие выходные сообщил про очередные траты денег в Уфе на озеленение. 200 очередных лип крупномеров обойдутся казне в 16 миллионов рублей. Таким образом, подрядчик должен высадить, если быть более точным, 202 крупномерные липы. Причем липы это разные, мелколистные, крупнолистные, а также европейские. Интересно, я, насколько помню, у нас липа мелколистная. Это самое распространенное дерево, и именно оно, точнее, чувствует себя хорошо, правильно и обильно цветет, является хорошим медоносом и само по себе дерево устойчиво к условиям климата в нашей зоне. Также должны установить деревянные распорки для защиты деревьев и их подкармливать, обрабатывать от паразитов и при необходимости обрезать и поливать.
По крайней мере, в документации об этом говорится именно таким образом. Интересно, что компания-подрядчик, которая выиграла соответствующий конкурс, зарегистрирована в городе Октябрьском с уставным капиталом в 25 тысяч рублей. Совладельцами выступают Гульнас Набиева, Айнур и Айдар Зайниддиновы. Основное, их направление деятельности – это строительство коммунальных объектов. Относительно вроде бы по теме, скажем так, организация существует. Наше отношение к смене древостоя в городе Уфе мы уже с вами говорили. Не всегда вот эти затраты выглядят адекватными и уместными. Это если коротко. Дальше. Тот же «Коммерсант» выделяет новость такого коммерческого характера о том, что пиар-агентство из Уфы, некое пиар-агентство, попало в топ-20 национального рейтинга креативности. Речь о пиар-агентстве Digital Kurultay, по итогам 2024 занявшего 14 место в сегменте пиар связи с общественностью национального рейтинга креативности агентств по версии Ассоциации коммуникационных агентств России. Такое вот длинное название. Люди внимательные понимают, что Digital Kurultay – это агентство, основанное известным пиар-деятелем, пиар-технологом, называющим себя, пожалуй, до сих пор амбассадором Башкирии Раисом Габитовым. Именно под этим брендом Digital Kurultay на озере Банном, или Эктыкуль, правильнее говорить, проходило несколько одноименных массовых мероприятий. В свое время туда приезжал Ради Хабиров вместе со своим соратником Ростиславом Мурзагуловым для того, чтобы рассказать собравшимся о том, какие они продвинутые, цифровые и современные. Таким образом, видно, что у этого агентства дела идут. Почему я эту новость вообще заметил, обратил на нее внимание? Потому что Раис Габитов – один из тех лидеров общественного мнения, у которого действительно в некоторых социальных сетях большой охват. В видеоформате вертикальных роликов у него дела идут неплохо с самого начала. На эту тему он даже мероприятие проводил. Так вот, он один из тех, кто, если не напрямую, то, по крайней мере, косвенно агитирует за русскую медную компанию, если быть более точным, за разработку КрыкТТАУ, за добычу меди в Абзелиловском районе республики. Вот такие вот у нас амбассадоры, с позволения сказать. Ну что ж, какие времена, такие амбассадоры, в общем-то. Дальше идем. Еще немножко об успехах, если, опять же, можно их так охарактеризовать. Уфимцы стали тратить больше денег на рестораны. То есть все больше и больше буквально с каждым годом тратят они на это дело денежных средств. По крайней мере, об этом говорит статистика. А данные следуют из свежих публикаций Росстата. То есть, в принципе, довольно-таки серьезные цифры. Рост произошел на 6,2%. Такая динамика может быть связана как с инфляцией, так и с ростом числа посетителей, предполагает издание «Медиакурсеть». По информации статистического ведомства Росстата, в первом квартале 2025 года кафе и рестораны республики заработали 14 миллиардов 100 миллионов рублей. По сравнению с январем-мартом 2024 года это как раз-таки больше на 6 с небольшим процентов. Рост демонстрирует выручка общепита региона и в соотношении за отдельный месяц. За март 2025 года рестораны заработали больше, чем в феврале текущего же года, на те же самые 6,6%. В целом для Приволжского федерального округа этот показатель составил почти 8%. По Приволжскому округу Башкирия по выручке, осталась позади, кстати говоря, некоторых своих соседей, например, Самарской области и Республики Татарстан. Так что растем, но при этом соседи, которые в плане туризма, например, привлекают гораздо больше людей,
остаются в этом рейтинге повыше. Какие из этого выводы сделать? Ну, тут я думаю, что самые разные могут быть. Давайте просто примем к сведению. Тут особых, наверное, выдающихся выводов и не сделаешь. Так вот, продолжая тему Крэктэтау, русской медной компании, возьму очередную публикацию медиапроекта «Правда ПФО», который с самого начала замечен среди тех, кто тихой сапой, как говорится, потихонечку, медленно, но верно, так или иначе работает над тем, чтобы люди относились к этому лояльно. Даже, может быть, не сами жители Абзелиловского района, вряд ли среди них много читателей данного медиа издания, а, скорее всего, больше для таких лидеров общественного мнения, жителей Уфы и других городов. Вот смотрите, заголовок. Карабаш при русской медной компании превращается в Иннополис и показывает пример башкирскому Зауралью. Ну и давайте посмотрим несколько цитат буквально из этого материала. В минувшие выходные в 2 населенных пунктах Абзелиловского района Башкортостана, Урангулова и Амангильдина, состоялись встречи с местными жителями по поводу грядущей разработки. Речь идет о публикации от еще 30 апреля. И речь про, соответственно, предыдущие выходные. Не последние, а вот те, которые были недели ранее. В числе иногда высказывающихся возражений против строительства нового производства фигурирует страшилка, что Абзелиловский район, мол, собираются превратить в Карабаш. Город в Челябинской области, имевший в недавнем прошлом славу самого грязного на планете. Но говорящие подобное люди, похоже, просто не были в Карабаше с тех пор, как тамошнее предприятие вошло в состав русской медной компании. Собиравшиеся брать с собой в пресс-тур по Карабашу дозиметры и респираторы журналисты СМИ Башкортостана на месте увидели цветущий город по уровню благоустройства, сравнимый с лучшими российскими образцами типа Иннополиса в Татарстане. Правда, ПФО также побывала в пресс-туре и делится своими впечатлениями. Пишет автор публикации, судя по всему, главный обозреватель данного издания Андрей Иванов. Давайте мы проверим, так ли это. По крайней мере, официально это не указано, но мы можем предположить, потому что знаем, что больше некому. В общем, здесь все в таком же духе дальше преподносятся, фотографии. И надо быть объективными и признать, что фотографии соответствуют действительности. Наверное, в Карабаше, или в Карабаше, все-таки, как правильно говорить, неважно, наверное, в данном случае, поскольку слово не русское, тюркское, башкирское, скорее всего. Так вот, в этом городе все лучше, чем было раньше. Город действительно был ужасным. Я его видел, будучи маленьким мальчиком, где-то году в 1990-м проезжали мы там с семьей на автомобиле, и очень жуткое впечатление он произвел, я надо сказать, и по запаху, и по внешнему виду. Действительно, сейчас, судя по тому, как все там обстоит, ситуация стала лучше. Но значит ли это, что мы должны быть готовыми принять это как модель для подражания для Абзелиловского района республики, где на сегодняшний день имеется практически нетронутый природный ландшафт? Вопрос остается открытым, хотя почему открытым? Мне кажется, ответ на него очевиден. Нет, мы не хотим этого. И я могу в 100-500 раз повторить собственную позицию. На сегодняшний день любые инвестиционные проекты, любые новые рабочие места, производства, которые принесут дивиденды правящему режиму, не должны иметь возможность быть реализованными. Прежде всего, даже если они выглядят совершенно привлекательными, идеальными и перспективными. Придет время, откроется окно возможностей, можно будет подумать в том числе о такого рода проекте. Если делать все по уму, в соответствии с экологическими стандартами и так далее. Но только в том случае, если решения будут принимать люди, которые живут там или хотя бы в республике. И дивиденды, самое главное, ковришки, барыши от этого будут прилетать полностью в 100% объеме
тем, кто имеет на это право, а не каким-то там русским медным компаниям. Поэтому сколько угодно, дорогие друзья, коллеги, в кавычках, вы можете показывать фотографии спортивных комплексов, бассейнов, домов и рекультивированных склонов, это никаким образом не повлияет, я надеюсь, на мнение противников этого проекта, прежде всего в лице местных жителей. Уж мы-то, как говорится, постараемся сделать все для этого возможное. Примерно так. От Симоньян надо защищать нас всех, пишет Табавовна. От нее и от ее подобных, конечно же. Кстати, вот эта тяжелая артиллерия в лице Симоньян и других так называемых федеральных лидеров общественного мнения еще к теме не подключились, но я не удивлюсь, если подключатся. Будем следить за развитием событий. И следить мы будем буквально изо дня в день. Это обязательно, в общем-то, к тому, чтобы следить, изучать и продолжать формулировать вот эту вот единственно возможную позицию в данном вопросе. Позицию, по крайней мере, того, чтобы отложить на неопределенный срок любые телодвижения, связанные с добычей медной руды в Абзелиловском районе. Вот если предположим, что сложилась та ситуация, о которой я говорю, и уже можно об этом рассуждать более или менее реально, даже в этом случае, конечно же, аргументы защитников, которые выступают, собственно, за сохранение природы любой ценой, они должны будут быть во главе угла, во главе этой всей дискуссии. А потенциальное обогащение, развитие территории, да, должно рассматриваться объективно, скажем так, хладнокровно даже, я бы сказал. Но при этом аргументы защитников все-таки должны иметь первостепенное значение. Итак, ну а мы дальше идем к другим новостям, которые у нас в республике произошли за минувшие выходные. Хоккейный клуб «Салават Юлаев» продолжает борьбу в полуфинале Кубка Гагарина, но эта борьба пока выглядит не очень успешной. Издание УФА-1 написало: «Словно не вышел на бой Салават, как уфимцы сгорели в 4-й игре полуфинала». Матч как будто не состоялся. Это выводы автора публикации. Что это было? На что люди купили билеты? Кто-то и вовсе отдал 7 тысяч рублей за место в центре. «Локомотив» бесспорно ультра хорош, но речь о том, что вдобавок внезапно раскис Салават. При том, что третья игра высвечивала возможности. Если Салават Юлаев добавлял ногами, то на скорости мог и разрывать, и выводить на бросок. И по-простому тоже забивать. Но 4-й матч прошел абсолютно без огня. В общем, вместо того, чтобы в серии счет 2-2, он стал 1-3 в пользу соперников из Ярославля. И в итоге теперь каждая игра может стать последней. И ярославский «Локомотив» может выйти таким образом в финал Кубка Гагарина. А Салават Юлаев, несмотря на резко возникшие надежды у болельщиков, может из этой борьбы выбыть. Знаете, на фоне борьбы со всем национальным, которая происходит в России, было бы неплохо, конечно, в этом году Салавату Юлаеву подольше погреметь, а может быть даже дойти до победы во всем кубке, потому что дополнительное количество людей услышали бы кто-то вновь, а кто-то, может быть, впервые название нашего хоккейного клуба, который носит имя нашего легендарного героя Салавата Юлаева. Вот даже с этой стороны, если смотреть, то это уже позитивный фактор. Искандер Махмудов пишет: «Рад видеть в добром здравии после выходных». Взаимно, Искандер. Также очень рад видеть вас в качестве нашего зрителя. Но я так понимаю, у вас еще поздний вечер выходных, да? В воскресенье. Вот. Так. Азат пишет по поводу
магнитки Оренбурга, которые не возмущаются. Я не совсем понимаю, почему они должны возмущаться. И где они не возмущаются, соответственно. Уточните, пожалуйста, давайте разберемся, о чем речь. Вот. Ну, а Салавату все-таки пожелаем как-то собраться, шансы есть, комбэк совершить так называемый. Такое бывало, и бывало даже вот по ходу текущего завершающегося сезона. Ну, а в республике продолжают делать все возможное, чтобы оказывать поддержку так называемой СВО. В рамках проекта «Атайсал» состоялась премьера песни об СВО, с гордостью сообщает агентство Башинформ. Значит, «Аппак Кардар» называется песня, посвященная башкирским воинам, павшим на полях специальной военной операции. Я цитирую издание. На концерте в многофункциональном доме культуры деревни Шигаева Белорецкого района песню исполнил известный эстрадный исполнитель, заслуженный работник культуры Башкортостана, в прошлом заместитель министра культуры РБ Ранис Алтынбаев. Автор песни – 50-летний белорецкий самородок Айнур Амиров. Многие годы он работает в лесной отрасли, а в свободное время сочиняет песни. По словам автора, вдохновение к нему приходит в минуты сильных душевных переживаний. В апреле 23 года он похоронил племянника Вадима Амирова. Тогда в соавторстве с Айзелей Муртаевой и Ильназом Узянбаевым родилась песня «Холдат Яра», с успехом исполняемая сейчас на концертах. А прошлым летом на СВО погиб его родной брат Нур Амиров. Тогда и была написана песня «Оппак Кардар». Вот смотрите, башкиры, владеющие родным языком, то есть имеющие хорошую, скажем, связь с национальной культурой, живущие в своем кругу. При этом они, похоже, искренне верят в то, что делают. Вот тут сразу несколько членов семей упомянуты, которые побывали, либо даже погибли в зоне так называемой СВО. А те, которые остались, поддерживают это искренне, судя по всему, и применяя собственные вот эти вот таланты, у кого какие есть. Кто-то вот рисует, кто-то... И опять же, это люди, которые обладают национальной идентичностью. Вот как вот со всем этим быть? Вопрос, конечно, скорее риторический, и тема очень больная, и осознание этого факта должно каждого, ну, скажем так, озадачивать, как минимум, да, озадачивать, потому что даже если что-то изменится, появится то самое пресловутое окно возможностей, будет возможность переосмыслить происходящие события, нужно будет что-то делать вот с сознанием такого рода людей. Еще раз, не всегда речь идет о тех, кто совершенно бездумно или просто не имея возможности думать, не имея мозговых извилин, идет вслед за тем, куда ему кажут. Такие есть. Это всегда было, есть и будет. Но иногда речь о том, что люди, еще раз, причастные к формированию идентичности и культуры, ведут себя аналогичным образом. И, конечно же, пропаганде важно это демонстрировать, это показывать. Вы напишете, и, может быть, будете правы, что не обязательно люди, способные сочинять песни на башкирском языке, обладают интеллектом. Ну да, тут нельзя не согласиться. Но это, опять-таки, отдельный фактор, который печалит. А почему так получилось? То есть, опять же, это же люди, имеющие определенные способности, талантами обладающие, в конце концов. Сочинить стихи, а тем более написать песню, не каждый может. И, наверное, хотелось бы, чтобы такого рода люди, обладающие способностями люди, также обладали еще и мыслительными способностями, критическим тем самым мышлением. Вот что делать для того, чтобы это было так в будущем, а людей, не способных мыслить критически, было меньше? Давайте помнить об этой проблеме, пытаться отвечать на этот вопрос хотя бы в собственных каких-то переживаниях и умозаключениях. Назовем это так. Так,
Азат поясняет по поводу беспокойства магнитки Оренбурга. Разработка карьера в Абзриловском районе может нести угрозу реке Урал, задается он вопросом. Слушайте, не знаю. Ну, даже если может, я абсолютно не вижу причин, чтобы кто-то там в Оренбурге или в Магнитогорске присоединился к протестам. Ну, нет на это никакой надежды. Господи, Урал давно, по их мнению, убитая река, пересохшая и экологически неблагополучная. Одним карьером больше, одним меньше. Я, конечно, не согласен с этой точкой зрения, но, скорее всего, они именно так размышляют. Не знаю, если ошибаюсь, я буду только рад, безусловно. Вот. Так. Любой чих приписывают в Атайсал. Видимо, там сильно желающих с другими проектами нет, пишет Вадим Беляков. Хотя вроде изначально проект был про спонсоров. Да, если вдруг кто не знает, проект был создан для того, чтобы уроженцы республики, конкретных деревень, сел, городов небольших вкладывались в развитие собственных родных мест, какие-то, прилагали для этого усилия. Кто-то буквально физически, чтобы приезжал, там, я не знаю, деревья высаживал, а кто-то выделял деньги, если имеет ресурсы, на то, чтобы там отремонтировать что-то, построить, организовать, в конце концов. Действительно, песня, вообще любое творчество в данном смысле не совсем напоминает то, о чем заявлялось на старте этого проекта, но действительно, может быть, им выгодно и удобно это дело приписывать каждый раз, когда что-то появляется. Да не суть на самом деле. Важнее же в этом материале, о чем мы говорили, о том, что вот люди искренне, судя по всему, делают все, чтобы поддержать происходящие процессы. Но нельзя исключать и варианты, что вдруг не искренне. Представляете? Когда-нибудь они выйдут и скажут: все это мы делали, чтобы выжить, а у нас не было другого пути. Может быть такое, но, наверное, и не в этом случае. Тут все-таки есть близкие родственники погибшие, которые добровольно туда отправились, подписав контракты. Кто-то же их заставило. Не только же деньги, скорее всего. Ну, деньги, наверное, конечно, во главе угла были. 90%, может быть, если не больше, в качестве аргументации занимала в их головах именно финансовая составляющая. Но что-то там еще было все-таки. Тем временем обещанный реабилитационный центр для участников СВО в Уфе откроют уже в мае. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на пресс-службу республиканского правительства. В нем будут лечить военнослужащих, получивших инвалидность. Именно так пишется, не ранения какие-то там, а именно инвалидность. Вице-премьер Руслан Хабибов заявил: «Отмечу, что работа центра будет организована на базе санатория «Зеленая роща». А уже после майских праздников он начнет принимать первых участников СВО, которые нуждаются в реабилитации». Открыть учреждение изначально поручил глава региона Ради Хабиров. Центр разместят в одном из корпусов санатория, где восстанавливаются пациенты после поражения органов сердечно-сосудистой системы. Отделение работает на сегодняшний день с нагрузкой всего в 25%, поэтому на 75% глава региона предложил отдать его для ветеранов и участников СВО. На ремонт в корпусе дополнительно выделили 50 миллионов рублей. В правительстве отмечают, что для инвалидов будут созданы комфортные условия: пандусы, современное медицинское оборудование, новые лифты. Для медицинской реабилитации планируют использовать базу санатория. Санаторий будет оказывать услуги профессиональной, социально-бытовой реабилитации, военнослужащих и так далее и тому подобное. Ну, вот, может быть, ради того, чтобы поправить здоровье или хотя бы ментально отдохнуть в санатории, люди туда отправляются. Скорее нет, но ожидать другого, опять же, от руководства республики, которое ставит задачу номер один и успешно ее выполняет, мы с вами не можем. Поэтому удивляться такого рода сообщениям не будем, безусловно. Так. Привыкли
что начальник знает, что делает, мозг отключен, пишет Светлана Агапова о тех наших с вами соотечественниках, о которых мы сегодня говорили в привязке к вот этим вот музыкантам. И да, вот это вот называется синдромом выученной беспомощности. Это есть, и лично я слышу об этом от людей довольно-таки даже соображающих, вменяемых. И это выстраданная позиция даже. То есть это не осознанное мнение, а вот то, как заставляют себя некоторые люди относиться к происходящему. То есть они умом-то понимают, что может быть это не так, но другая, скажем так, приспособленческая часть ума говорит им: согласись с этой позицией, так тебе будет комфортнее, удобнее, безопаснее. Согласись с тем, что им там виднее. Мы не все знаем, нам всего не рассказывают, не все так однозначно, поэтому лучше помалкивать, молчать в тряпочку и заниматься своим участком. Не лезть ни в какую политику, поскольку это все грязное дело. Вот. Есть такие люди, и таких людей много, к большому сожалению. И, наверное, это наиболее неприятная с точки зрения моей личностной оценки категория людей. Вот те, кто по глупости искренне, скажем так, верят. Ну, тут, как говорится, можно пожалеть, посочувствовать как-то, да, и я думаю, что ситуацию можно будет исправить очень быстро. А вот с хитрецами, которые ради сиюминутной выгоды готовы прогибаться, приспосабливаться, вот с ними что делать? Вот. Хотя, знаете, не все, опять же, даже здесь есть, наверное, подкатегории. Найдутся те хитрецы, которые все-таки не ради выгоды, а ради элементарной вот выживаемости это делают. Ну вот, а их-то как осудишь? Ну выживать-то надо. Не хочется же сесть в тюрьму прямо здесь и сейчас, лишиться работы последней, лишиться квартиры, которая взята в ипотеку, потому что нечем будет ее платить. И вот они это делают ради того, чтобы хоть как-то продержаться. Ну вот тут вот опять же, ну вот а что? Какие могут быть камни в адрес этих людей брошены? Даже если они это делают осознанно и с хитростью. В общем, столько болевых точек вылазит даже в процессе элементарного рассуждения в наших с вами встречах. И все эти болевые точки вылезли по известной всем причине. Так, тут Азат с другими коллегами продолжают обсуждать возможность протестов в других зонах, в Казахстане, например. Ну, я все-таки продолжаю сомневаться. Вряд ли можно ожидать в нынешних особенно условиях хоть какой-то активности от кого бы то ни было, помимо жителей Башкортостана, в частности, жителей Абзеловского района. Все остальное это очень-очень маловероятно. Тоже Азат пишет, как познакомился с украинской семьей. Мужик занимался созданием деревянных межкомнатных дверей. А в итоге на его мастерскую упал дрон, а в дом его родителей прилетела ракета. Я тоже могу делиться, да, такими впечатлениями. Одна из первых семей, с которой познакомились в самом начале. Сейчас живем в разных частях страны, но продолжаем общаться. Там все очень тяжело, и Купянск, упомянутый сегодня в новостях, это как раз их родной город, который находится буквально на линии фронта, и от их жилья ничего не осталось, хотя они где-то в душе надеялись, что, возможно, квартира уцелеет. И вот одного этого примера лично мне достаточно, чтобы понять, что это все преступно и не имеет никаких оправданий, потому что была обычная семья среднего возраста, мужчина, ровесник мой, жили, работали, ездили постоянно в Россию, там до границы сколько там, 20 километров, что ли, разговаривали на русском языке, вот, торговали, кто что умел, то и делал, короче говоря. И жить-то начали нормально, более или менее, лишь последние лет 5-10, ну, до войны, разумеется. Тяжело там было экономически, хуже, на самом деле, было, чем у нас, например, в Башкортостане. Вот. И только-только все начало как бы развиваться, какая-то движуха пошла.
малый бизнес стал развиваться, автомобилями обзавелись. Ну, рассказывали они это все. То есть у них кризис с тех самых 90-х, скажем, затянулся гораздо дольше. Ну и вот и просто так приходят к ним домой и все это дело разрушают. Они лишаются и крови, и дома, и родины, по сути. Ладно, еще живы остались. Ну, а у нас что? У нас небольшой сюжет на засыпку, как говорится. Погода в Башкортостане сюрпризы преподносит с самого начала этой весны. Сначала сама по себе весна ранняя была, потом паводок случился, и причем не там, где его ждали. Если вы помните, на больших реках все очень скромно было, а на малых реках все очень серьезно получилось. Вот. Дальше похолодание, снегопады, и на эту тему городской телеканал ЮТВ пообщался со специалистами. Поэтому те, у кого есть, может быть, приусадебные участки, кто сам страдает от перепадов температуры, будьте особенно внимательными. Ну а остальным просто для смены немножко темы и для того, чтобы разнообразить нашу повестку, давайте этот сюжет посмотрим. Замерзшие, сморщенные, коричневые. Листочки тоже. Так сейчас выглядит сакура, которая расцвела в ботаническом саду всего неделю назад. За это время на Уфу налетел циклон с мокрым снегом и резким понижением температуры. Дендролог Надежда Рязанова рассказала нам, Уфа находится в зоне умеренно континентального климата, где возрастные весенние заморозки могут происходить до второй декады мая. Старшее поколение, наверное, может вспомнить, что на протяжении их жизни такую картину, как тюльпаны в снегу. Не скажу, что часто, но бывает. И в целом жизнь растений тесно связана с температурой. Растения северной полосы России адаптированы к нашим условиям. А вот южные растения из Краснодарского края и Сочи уже относятся к тропикам и субтропикам, требуя тепла и солнца для роста. И вообще рекомендуется сажать растения, которые приспособлены к нашему климату. Привозить растения из регионов с похожим климатом, тогда такой проблемы с замерзанием, если не будет, то она будет гораздо меньше. Ну, вот так вот. Коллеги постарались. На самом деле сюжет больше. Если надо будет, найдете, посмотрите. Не все так страшно, как кажется, но надо быть готовыми в условиях климата, который есть в Уфе и в республике. Слушайте, она его называет умеренно континентальным. Почему-то я всегда был уверен, что он у нас все-таки резко континентальный. Умеренно континентальный он, я не знаю, ну вот он, я не знаю, хотя бы в Москве, или может быть еще даже более в южных областях, или вот в Европе. Там, где зимой может быть минус 35, а то и до 40 местами, а летом до плюс 40, это как раз резко континентальный климат, разве нет? Так что это может быть не так существенно, но все-таки важный момент. Вот. Так или иначе, на этом будем закругляться, друзья. Заканчиваем сегодняшнюю встречу. Впереди у нас не самая продолжительная и не самая загруженная рабочая неделя, наверное, как это у нас чаще всего бывает за многие годы. Так сложилось. Люди часто даже и не выходят на работу в промежутке между майскими праздниками, берут отпуска, выезжают куда-то. Вот. Но это не значит, что жизнь в республике и в мире затихает, поэтому мы будем работать в обычном режиме. Поэтому не пропускайте наши новости, ставьте лайки под эфирами, пишите свои комментарии. Для нас они очень важны. Увидимся с вами завтра. Будьте здоровы и всем пока.